Манипуляция массовым сознанием – это один из способов управления большим количеством людей. Манипуляция способна оказывать влияние на сознание и порой даже формировать мировоззрение на определенные жизненные вопросы. Одной из ее форм является искажение информации. Встречается ли такое явление среди средств массовой информации? Что думают люди на этот счет? Смотрите прямо сейчас. Личного опыта нет, а так смотрю телевизор и замечаю, что-то иначе преподносят. Да, куча примеров, наверное. Больше всего, наверное, и в политике. В мире уже все, этот мир уже пропадает. Пропадает этот мир. Видите, что делается? Там война, там терроризм, там всякие беззакония. Слежу за новостями постоянно и на гагаузском, и на молдавском. Вот этих программы смотрим. Все нормально вроде бы, оповещается в полном объеме, что творится, что кто делает, начиная с полкома Гагаузии и Башкана. Не скажу, что 100% доверяю. Немножко преувеличивают, мне кажется. Не точно говорят, как есть. Немножко не говорят, как на самом деле есть. Считаю, что новость это вообще смотреть не актуально. Потому что ничего. Потому что они показывают то, что им нужно показать, а не то, что должен обозреватель увидеть. Я не знаю, я не могу сказать, знаете, правда или нет. Это просто мое мнение какое-то. Понятно, что они, наверное, не все нам говорят. Мне так кажется тоже. Говорят нам то, что мы должны знать. Мне так кажется. На вопрос о манипуляции сознанием средствами массовой информации ответить открыто были готовы не все. Но, как показал опрос, зрители имеют различное мнение. Кто-то с доверием относится к предоставляемой СМИ информации, а кто-то вовсе даже не интересуется ею, так как считает, что информация искажена и не позволяет понять происходящие реалии в действительном объеме, так как этого не позволяет часто встречаемая дезинформация.